Я приветствую всех достойных людей на своем канале и желаю вам мира, здоровья, счастья, свободы и всего наилучшего вам и вашим семьям. Сегодня тема историческая и очень интересная. Почему-то распространяют псевдоистории, искажают истории других народов. Я думаю, что это самый очень не уж хороший поступок, скрывая свою истинную историю почему-то и присвоивая себя достижения, достояние и историю других народов. При этом просто-напросто грубо его искажая. К тому же, что еще у этих людей никогда не было своей письменности. И поэтому они всю эту информацию черпают от тех народов, которые в древности имели письменности, могли написать разные летописи, источники, но они все равно стараются грубо это все искажать и присвоивать и напяливать на себя. Сегодня мы просто-напросто эти несколько мифов разрушим. И мифы касаются дурдзуков и кистов, то есть ингушей, галгаевцев, чью историю этого богатого культурой и историей и наследия этого народа сегодня просто-напросто искажается. И тем паче, что данную территорию этого народа, не только историю, культуру и традиции этого народа, но и территорию присваивают соседи. Я, как грузин, и из того народа, который издревле имел несколько видов письменности, и наши летописи, историки записывали все, что происходило не только на Кавказе, но и на Востоке, и на Ближнем Востоке, и в Азии, и все такое, и в Центральной Азии, то особенно то, что происходило на Кавказе. Я буду пользоваться также источниками грузинских летописей. Среди чеченского народа сегодня бытует несколько мифов. Это не история, это мифы. Мифы, которые могут создавать простолюдине в свое время. О драконах, о каких-то Кощей бессмертных и какие-то легендарные мифы. Но мифы и легенды – это не история, это сказы. А история и летописи, источники – это то, которые в реальном времени не одним летописом зафиксировался, а из разных народов летописи одновременно фиксировали какое-либо то время происхода битвы, какого-то политического изменения, культурного изменения или чего-то. И как в истории проверяют истину или не истину? Если она, скажем, у грузин написано, что было такое-то, такое-то случай, она должна быть обязательно и в других летописях. Если его не могут найти, значит, данную, скажем, какую-то тезис считают недостоверным. Потому что она должна подтверждаться еще у других летописов. Поэтому грузинская история, она чистейшая в этом плане. Скажем, как не у армян. Да? Армяне пишут одно, но во всем мире никто не может подтвердить то же самое. Что грузины знают про чеченцев? Буквально ничего. И грузины об этом народе узнают позднее, уже с приходом русских на Кавказе. А точнее, первое упоминание о таком народе, как Нохчи, есть лишь только в XIV веке у некого епископоса, который побывал на Северном Кавказе, и он лишь только упоминает
о таком народе, живущих на равнинах, как Нохчи. Но в других летописях историков, начиная еще с первых веков до нашей эры, то есть до рождения Христова, о таком народе ничего не известно у грузинских летописов и у мировых летописов. Давайте сперва выясним, что знали грузины и весь мир про ингушей, а потом проверим, что знали про чеченцев весь мир и грузины. Давайте смотрим. Древнейшая история, история Ингушетии на основе культур северно-кавказских культурно-исторических общностей. Это очень интересное слово, чтобы знали бы. Общностей. Сложилась древняя культура северокавказских автохтонов. Северокавказских автохтонов, повторяю. Кубанская культура. Хронологические рамки, которые принято определять с 12 по 4 века до нашей эры. Это до рождения Христова. То есть еще в то время не было христианства и не родился Иисус Христос. Между тем, отдельные памятники, датирования и более ранним периодом в то же время развития кубанской культуры на Центральном Кавказе продолжалось вплоть до раннего Средневековья именно с племенами кубанской культуры. Принято увязывать этногенез протоингушских этнических групп. В письменных грузинских источниках, описывающих события этого периода, предки ингушей, племена кубанской культуры известны под этнонимом Кавказионы и Дурдзуки. Давайте это проверим в картлис ცხოვრება в грузинском летописи. Правда ли в грузинских летописах ингушей знали как Кавказионы, а далее уже как Дурдзуки? Открываем картлис ცხოვრება и читаем. Среди сыновей Таргамасов выдвинулись 8 человек, богатыри могучие и славные. Одного брата звали Картлос, другого звали Лек или Леки, Лизгини. Седьмого брата звали Кавказ. Далее. На севере, за Кавказом. Вот смотрите, как интересно, да, то есть со стороны Грузии на севере тоже за Кавказом. Так что я попрошу тех малограмотных и образованных людей с Кавказа, когда вы с севера Кавказа смотрите в сторону Южного Кавказа, не думайте, что грузины не кавказцы и не живут на Кавказе, потому что с вашей стороны мы за Кавказским хребтом, но, я еще раз повторяю, на севере за Кавказом, так что получается, что вы с нашей стороны тоже за Кавказцы, но это не так. Кавказ есть Кавказ, есть северный, есть южный. На севере за Кавказом у Таргамаса не было уделов, не было там и обитателей, то есть она была пустая, пустошь. Северный Кавказ не был заселен. Безлюдна была земля, начиная от Кавказа до великой реки, которая впадает в море, Дербентская. Поэтому Таргамас выделил из множества богатырей двух, Лека и Кавказа, и дал Леку землю с границами от моря Дербентского до реки Ломеки, на севере же до великой реки Хазарии, Кавказу дал он землю от реки Ломеки и до конца Кавказа на западе. То есть ингушам и лекам Таргамас разделил и дал Северный Кавказ.
Давайте читаем далее. В то время усилились хазары. Они стали воевать с племенами Лека и Кавказа, а Таргамасиды пребывали в то время в мире и взаимной любви. Над сыновьями Кавказа господином был Дурдзук. То есть, вы как понимаете, некий человек под именем Дурдзук, это было имя одного из, можно сказать, внуков Таргамаса, который уже был владыкой над кавказцами. То есть, в ранних некий Кавказ, переселившись на Северный Кавказ, который дал уделом Таргамас, там начинает селиться и формироваться как народ Кавказ. Но далее уже этого Кавказа заменяет некий его сын Дурдзук, и уже над Кавказами владыкой является Дурдзук. То есть то, что написано в грузинском источнике. Давайте сейчас проверим, кого считали Дурдзуками, а далее кого считали кистами. Снова берем карты Сховрева. Дурдзуки – предки вайнахского народа, ингушей, бацпицев. Упоминаются также в ранних частях армянской географии VII века. В поздних, сейчас здесь внимательно слушайте, в поздних грузинских материалах этот народ известен под названием кисты. Еще раз повторяю для непонятных. В поздних грузинских материалах этот народ известен под названием кисты, в котором смысл старого термина дурдзуки, еще раз повторяю для непонятных, в котором смысл старого термина дурдзуки сузились до пределов представления в нем только ингушей. Еще раз повторяю для непонятных, в котором смысл старого термина дурдзуки сузился до пределов представления в нем только ингушей. То есть в грузинских летописях под старым названием дурдзуки считались ингуши, но в поздних уже материалах, в источниках, это название отпадает как дурдзуки, и под этим названием уже появляется новый термин кисты, под которым грузины лишь только упоминали ингушей. Слава ингушскому народу. Продолжаем читать. В античных под именем Махли, возможно, с племенами кабанской культуры связан этноним Гаргари, о котором упоминает древнегреческий географ Страмбон в своей географии в первом веке нашей эры, как о северокавказском народе, живущем рядом с амазонками. Некоторые авторы, связывая его с ингушскими термином Гаргара, родственнее, близкий, отождествляет само название ингушей Галгай, другой этноним, упомянутый Страмбоном, Гели, пожалуйста, Гелия. То есть данная территория, считая Владикавказ, Назран и даже часть Грозного, называли Гелия. Рядом ученых также отождествляется с ингушами, галгаями. В VII веке в известной летописи армянского географа упоминаются под этнонимом кусты. То есть, смотрите, как близко с кисты. Кусты. Да? Очень близко с именем кисты. В грузинских источниках ингуши галгай в форме глигви упоминаются как этноним, существующий еще при царствовании правителя Кахетии Квирики III. Есть и в XI веке в
В русских источниках этноним Галгай впервые становится известным во второй половине XVI века в форме калканцы, калки, калканские люди с запада, начиная от Дарьялского ущелья на восток, располагались следующие ингушские общества шахари. Я вам, помните, сказал, что вот это слово общество запомните обязательно. Смотрите, давайте читаем, какие общества были. Ингушские общества. Джейраховский, Кистинский, Кисты, Кистинцы. На ингушском Кисты, Галгаевский, Цоринский, Акинский, Ортхоевский шахар. Южнее их сформировались общества Мержой, Цечой, Галай. Как выясняется, что вот эти все названия были общества, этногруппы ингушского народа. Как и такое данное существует и среди грузинского обществ этногрупп, то есть имеретинцы, гурийцы, хевсурцы, рачинцы, аджарцы, мингрелы, сваны, картлинцы, махевцы, тиулы, пшавы, цоватушины и все такое. Да? Давайте сейчас проверим на карте Вахуфти Багратиони, как он отмечает эти общества в объединенном маленьком кругу на территории нынешней Ингушетии. Это очень интересный факт, потому что в то время, когда чеченцы утверждают, что кисты и дурдзуки были они, то историк и географ, великий историк и географ, по мнению мирового историографии, географии, картографии, они так его именуют, как великого историка и географа, то у него это очень хорошо обозначено на карте. Все вот эти общества, которые входили в ингушские народности, то есть этногруппы обществ ингушского народа. Смотрим карту Вахуфти Багратиони 18 века. Карта датируется 1735-38 года. Смотрим. На карте Вахуфти Багратиони, как я уже вам сказал, он хорошо отмечает эти общества ингушского народа, этногруппы. Приблизим и читаем. Кисты, цурцуки, галгал. А на карте Вахуфти Багратиони отдельно на территории Дагестана, вот видите, дагестанцы, Дагестане, мы видим народ чачани. То есть вы понимаете, что вот тут у нас кисти, дурдзуки и галгай, и вот вам Тушетия, вот вам Хевсурети, то есть ингуши со своими этногруппами обществ касались грузинских границ с хевсурами и тушинами. Отсюда сюда потом переселились, вот сюда, родственные ингушам вейнахи, или нахская народность, бацбицы. Но смотрите, с Тушетии в 18 веке, по мнению Вахуфти Багратиони, у чеченцев границы не было, потому что тут мы видим аварцы, тюркоязычный, тюркского происхождения народ, живущий в ныне Дагестане, лишь только они граничили с Тушетией, и даже у них с хевсурами вот тут не было никакой границы, у аварцев даже. Но тем паче, что чачани, вот чечени, да, от грузинского чачани, не граничили в 18 веке ни с тушинами и даже не с хевсурами. Но сегодня, к сожалению, вот данную территорию уже незаконно захватили и имеют чеченцы. И они сейчас граничат и с тушами, и с хевсурами. Но в древности мы о таком народе, как чечени или чачани, ничего не говорю про нохчи, вообще грузины не знали. Лишь только позднее мы
про них начали узнавать от источников русских. Но грузины ничего про чеченцев не знали. А данные территории по закону полагается ингушскому народу. Кистам, Цурцукам и Галгаям. Как вы увидели, у Ахушти-Багратиони чеченцы не граничат с грузинской границей. С нами граничат аварцы и ингушский народ, его общество, этногруппы Кисты, Турзуки и Галгаи. А чеченцы от нас далеко. То есть, что подтверждается в этом праве, что грузины ничего про чеченцев не знали, и мы даже с ними не граничились. Но есть еще другие интересные карты. И давайте эти карты уже просмотрим. Карта Российской империи. Империя Руссиян. Вот тут мы читаем Джорджия, а вот тут мы читаем Гаргару. То есть в Российской империи такой народ, как Гаргары или Галгаи, ингуши, знали. Есть Дагестан, но смотрите, есть Черкезия. Но нигде тут не написано ни Нохчи, ни Чачани. Нигде не написано. То есть про чеченцев пока еще ничего не знает никто. Очень интересная карта 19 века. Тут видим, есть на Северном Кавказе уже Осетия какая-то. И есть Кистень, то есть кисти. А вот тут есть Чечен-Лер. Также есть очень хорошая карта Владикавказ, Карабулак. И вот тут написано Кистень. Вот тут написано Дидо, Аварен, Лезгин. То есть, как мы видим, как я уже сказал, на карте Ахушти-Багратиони здесь нету никаких чеченцев. Нету никаких чеченцев. А есть лишь только ингуши, кисты и дагестанские племена. Чеченцев здесь нигде нету. Но вот тут есть остров Чечен. Вот тут есть остров Чечен. Но есть очень хорошая карта, который очень хорошо показывает миграцию чеченского народа из гор на равнину, где уже они фактически оттесняют аварцев, оттесняют ингушей, и данные территории, равнины, они уже начинают занимать, и уже они имеют границу с Грузией. И с того момента уже начинается о них знать грузинских источников, которые мы получили от русского названия этого народа как чеченцы. Давайте смотрим и эту карту. Миграцию чеченского народа с гор на равнинах, где они оттесняют аварцев и ингушей, и уже начинают селиться на чужие территории и уже граничат с Грузией. Вот данная карта. Это уже конец 18 века. И тут читаем Глигрви, от грузинского названия Гаргар, Галгайче. Вот тут уже Тушеты. И здесь мы видим уже Чачани. Здесь мы видим авары. То есть вот тут были аварцы. Вот тут были аварцы, но чеченцы их оттеснили, авар. И уже вот тут они появились возле Тушетии и возле Хевсуретии. Вот тут. Они мигрировали вот отсюда. Но, что самое интересное, тут есть остров Чечени. Мы видим явную миграцию данного народа, ныне, который себе называют чеченцы или нохчи. И мы видим вот эту явную миграцию с гор на равнинах, которое было заселено аварцами и ингушами, и уже обоснование на этих территориях, и уже граничат с Грузией. Теперь очень интересно, что известно в истории про чеченцев, в истоках, в летописях мировых историков и грузинских летописях. Давайте читаем. Название. Этнонимы чеченцев.
Наименование чеченцы является экзотонимом через русский язык, вошедший в XVIII веке в грузинскую и западноевропейскую этнонимическую традицию, а в дальнейшем и мировом обороте изначально параллельно со словоформенным чеченцы часто использовался и другая чечени. В российском кавказоведении до революции 1917 года и впервые десятилетия советского государства исследователи иногда объединяли все нахские этноним, территориальные группы акинцев, бацпийцев, орстхойцев и другие, включая, собственно, чеченцев, а иногда даже ингушей, под одним именем. Чеченцы, нахче. Также существовал вариант кисты. Со временем наука для этой общности использует другой термин – нахские народы или народности этногруппы. То есть, как вы поняли, что в грузинских летописях данное название этого народа мы получили в XVIII веке от русских. То есть, в грузинских источниках такое название, как чеченцы или нохчи, неизвестно. Лишь только один раз упоминаются неким епископом грузинского церкви, который побывал на Северном Кавказе и, поднимаясь в горах, он упоминает, что здесь живет какой-то народ, именуя себя Нохчи или Нахчи. В других летописях грузинских историков данный народ нам неизвестен. То как тогда получается, что чеченцы доказывают, что везде они присутствовали в грузинской армии, у нас там пленили царицу Тамару, как смешно, очень смешно, что чеченцы пленили царицу Тамару, и при этом весь мир об этом ничего не знает. Но что они защищали грузинские территории, но при этом в грузинских источниках мы не знаем ни Нохчи, ни Нахчи, ни Шашан, ни Чечен, ни Чачан. И лишь только в XVIII веке от русских мы узнаем о таком народе, как чеченцы, и грузины их называют чачане, как вы увидели на карте Вахушты Багратион. Давайте продолжаем читать про чеченскую историю и этноним, и выясним, какие же общества были среди чеченского народа, кто именно назывался Нохчи, и как еще их называли другие соседи. Давайте читаем, очень интересно. Далее посмотрим карту. Этимология экзоэтнонима. Один из первых исследователей чеченцев, российский историк, востоковед Берже, в середине XIX века привел две версии возникновения наименования чеченцы среди русских, поясняя, что они носят скорее сказочный характер, когда прибыла на плоскость. Еще раз повторю, когда прибыла на плоскость, то есть, как я уже сказал, когда они с гор переселялись на равнины, северокавказское название предгорной равнины, племя, говорящее особенным наречием, то русские, слыша горловые и шипящие звуки, дали этому племени название чечетка, намекая этим на то, что пришельцы говорили как бы по-птичьи. Они чеченят, шебечат, говорили про них русские. Отсюда и название чеченец. Второй вариант. Говорят, что у Турпала Нахчуо, легендарный прародитель чеченцев, в числе имен было одно, подходящее к слову чечен. Более достоверный Берже считал третью версию. Происхождение этнонима от наименования уже разрушенного во время исследователя аула Большой Чечен. Вероятно, преемником этого поселения можно считать возродившийся позднее Чечен-аул. Во второй половине XIX века офицер армии Российской империи, этнических чеченцев
Лаудаев сообщал эту версию немного сложнее. От названия аула чечен сначала кабардинцы в форме шашан начали именовать чеченцев, а уже от них это название взяли русские. Само поселение могло получить название от горы, у подошвы которой находилась Суирикорта, Чачани, Лаудаеву Ханкалская гора. Возможность о происхождении наименования чеченцев от топонима Большой Чечен не исключал и российско-советский ученый кавказовед Далгат. Согласно ему, русские с начала 18 века именовали чеченцами только общество аула Большой Чечен, а в 19 веке этноним чеченцы был перенесен на все чеченское племя. В советском и постсоветском кавказоведении версию происхождения имени чеченцев от села Чечен вслед за Берже и У. Лаудаевым повторяло множество исследователей, иногда добавляя, что тот от себя. Так Алироев предложил, что название села восходит к 13 веку, когда в этом месте якобы находилась ставка монгольского хана Чечена. Однако подтверждений этой версии на сегодня нет. Альтернативная гипотеза. Этимологии названия чеченцев, согласно некоторых чеченских исследователей, например, Вагапов, предлагает, что этот этноним был представлен у соседних народов задолго до прихода русских на Кавказ. Этноним чеченцы впервые упоминается под названием «народ». Сасан, автор, приводит аналогию этой персидской транскрипции названий чеченцев Сасан с осетинской Сасан и кабардинской персидской летописи Рашида ад-Дина 13-14 века в контексте войны с татаро-монголами. Само название Нахчи. В литературном чеченском языке само название чеченцев во множественном числе Нохчи, чечен, Нохчи, чеченцы в единственном числе Нохчо или иногда Нохчи. Чеченец, чеченка. В ингушском языке эти названия отражаются так же, как и в чеченском. Однако слово Нохчи используется еще и как прилагательное. Чеченский. В басбитском этнониме Нохчи неизвестен. То есть, если старая история и древняя история про ингушей все ясно, и многие народы, даже которые не касались данного народа и территории, ингушей знали под древними названиями и, что самое главное, под родным названием Галгай, Галгайчи. И их так и называли Гелия, Гария, Гаргария, Глигови, Дурдзуки. И даже общество было Кистинский. Что даже вот в армянском очень близко к этому, как кисти, как кусты, да, то насчет чеченцев тут не так все просто, ничего не известно, и всякое упоминание об таком народе начинается с поздних времен, с 13-14 веков. И там неизвестно, кто, что, почему, как, от чего. То есть, про ингушей все известно еще с древних времен, Страмбоны, грузины, еще многие там народы про них знали, армянские географы, историки. Но про чеченцев никто ничего не знает, особенно грузинские. И тем более, что упоминание про этот народ уже начинается с 13-14 века нашей эры. Что самое главное, что грузины ничего не знали про этот народ. Смотрите, бацбийцы, которые являются также ингушами, и которые говорят на похожем ингушском диалекте нахского языка, в их языке обихода такой термин, как нохчи или нахчи, неизвестно. Тогда
Как чеченцы доказывают, что они древнейшие дурзуки, древнейшие кисты, что они присутствовали во всех случаях грузинских царей, но при этом грузинская летопись о них умолкает. Про ингушей все знает грузинская история и про других кавказцев. Но про чеченцев грузинская история нифига не знает. Почему-то, да? Давайте продолжаем читать. Происхождение этнонима. Ряд исследователей связывают этноним Нохчи с рода племени группой, условно названной Нахчой, будущее ядро, объединение чеченцев. Вероятно, это племя сформировалось из нахской этноязыковой общности в 12-13 веках. Смотрите дату, Господи. Когда до нашей эры, до рождения Христова про ингушей знали, то вот этот народ начал формироваться уже в нашем эре 12-13 веков. В исторической области Нашха, либо Нахчой-Мох. Этноним в форме народ Нахче достоверно зафиксирован в одном грузинском источнике в начале XIV века. Также в науке существует неподтвержденная гипотеза и о более раннем идентичном свидетельстве. Нахчематяне. Нахчи на каком-то этапе распространили на соседние восточные нахские этногруппы свое племенное название. Исследователи считают эту группу только отдельным нахским племенем, а имя Нохчи, как этноним, собственно, всех чеченцев предполагают, распространившийся гораздо позднее, вероятно, только с 18 по 19 века, Господи. Существует и противоположное мнение, в основном среди чеченских ученых, согласно которому этноним Нохчи распространился на восточно-нахские группы гораздо ранее. Этноним Нахчематяне непосредственно с ним связан с 7 века. В связи с этим возникают утверждения, согласно которым единый этноиднотими нахчи исследователи распространяют на все нахские этногруппы в составе современных чеченцев и на современные субэтносы чеченцев. Например, Мациев, этимология. В кавказоведении высказываются предположения о происхождении этнонима Нахчой или Нохчи от названия двух исторических областей, либо напрямую от топонима Шашха, либо исследователи видят этимологическую связь Нахчой-Мох, предлагая вариант перевода «страна Нахчоев». В русскоязычных источниках. Только с начала XIX века в русскоязычных источниках становятся известны свидетельства широко использования этнонима Нохчи. В середине XIX века Берже сообщал, что у чеченцев имеется общее самоназвание Нахче. Однако он также упоминал и об имени, которое дали развитие чеченцы, дали равнине чеченцы всем горцам, в том числе и горним чеченцам, таули. У комментаторов тавлинцы. Советские и российские ученые Шниренман считает свидетельство Берже подтвержденным того, что в этот период термин Нахчой был распространен не у всех нахских обществ, а в основном только у переселившихся на равнину, как я уже вам сказал. Тяготение имени Нохчи только к плоскокостным чеченцам подтверждали и у Лаудеев. Во второй половине XIX века он опубликовал работу, где отметил, название Нахчой имели первоначально только жители плоскости Чечни. То есть название это проявилось в конце 17 столетия. Также он констатировал отсутствие у чеченцев единого эндоэтнонима. Собственно, Нахчой называется
общества бывшего чеченского округа имеются в виду до 1862 года. Прочие же общества лишь поверхностно назывались этим именем, имеют каждое для себя особое название. Другие эндоэтнонимы. В XIX веке восточно-нахские общества, составляющие современных чеченцев, использовали и другие этнонимы для самоидентификации. Помимо Нохчи, собственно, чеченцы на плоскости исследователи фиксировали само название Акинцы, Ламрой, Нохчой-Мохкой, Шотойцы, Ичкерцы. Также использовался в качестве самоназвания в русской эндоэтнониме чеченцы. Бежо еще и в середине 19 века сообщал, что делятся это даже весьма часто. Пожалуйста, как выясняется, не все в то время назывались Нохчи или Нахчи, лишь только отдельная группа живущих на плоскости, на равнинах, как я уже вам сказал, когда с гор начали переселяться чеченцы, то есть народ, у них чеченцы, и притесняли аварцев и ингушей и селиться на их равнинах, они себя только называли Нохчо или Нахчи. Но другие называли себя другими именами. То смотрите, если в ингушских обществах была такая, как Кисти и Дурдзуки, то почему-то в чеченских обществах такого названия, как Кисти, не было известно, и себя чеченцы кистами не называли. Такого общества у них не было. А общества, как Кисти и Дурдзуки, были лишь только среди ингушского народа. Давайте продолжаем читать. Далее еще интересные факты идут. Другие экзоэтнонимы. В 19 веке, в начале 20 века работы исследователей и различные документы могли указывать не соответствующие современным представлениям этнономенклатуру Северного Кавказа, например, нередки случаи, когда нахские этнические объединения указывались под этнонимом черкесы, помимо собственного адыгоязычных народов. Также черкесы иногда называли дагестанцев и карачаевцев. Существует некоторое разнообразие в именовании чеченцев, окружающих их народами. В 19 веке зафиксировано именно Мичигиш, то есть Мичижи, у кумиков, для близ обитающих около них чеченцев, за рекой Мичик, Лаудев от Мичик, имя реки Игиши, человек, то есть живущий на реке Мичик, Ичкери, у кумиков для обитающих вглубь до Анды в горах нахских обществ, бережье от дальних живущих там где-то, Шашан у кабардинцев, Лаудев от аула чечен, Буртель у тавлинцев, различных горцев, у лезгин для чеченцев не существовало единого названия, они были известны им по именам разных обществ. В русских источниках позднее средневековой также использовался этноним Мичкиз, Минкиз, возможно, заимствован от кумиков. Давайте проверим про мичкизов. Есть карта, где это подтверждается. Смотрим. Перед вами данная карта. Что мы тут читаем? Позже уже в русских летописях начали всех называть кистами. Это, конечно, несправедливо, как мы уже убедились в этом. Давайте читаем. Пожалуйста. Владикавказ, вот она. Здесь есть Галгала, Кисти, Ингуши. Вот тут есть, смотрите, чеченцы, Мичкиз, чеченцы, Мичкизы, независимые чеченцы, мирные чеченцы, вот аварцы вот тут, то есть вот акинцы,
То есть, как подтверждается, что такое название, как чеченцы-мичкизы, имелись. Но нету никакого названия, как чеченцы-кисты. Видите, да? Просто данная территория называется Кисты. Вот, видите. И есть тут вот Кисты, Ингуши. Кисты, Галгала. Собственное название Ингушей, под которым все знали почему-то Ингушей. А вот независимые чеченцы, чеченцы-мичкизы, чеченцы-мичкизы, и почему-то есть какие-то мирные чеченцы. Я не знаю, вот возле Грозного есть мирные чеченцы. Кстати, да, здесь тоже есть остров Чечен. Общее сведения. Этническая принадлежность и нахская этноиерархия. Чеченцы относятся к так называемым нахским народам. Термин, который, начиная с последних десятилетий 20 века, иногда употребляют синонимично с этнонимом вайнахи, с ингушского вейнахи. Оба термина введены в научный оборот лингвистами и могли быть придуманы учеными, однако существует мнение, что они зародились в народной среде издревле. Начиная с 1970-х годов, в лингвистическом понимании более верно объединять под термином нахские народы, всех носителей нахских языков, а под вайнахами только чеченцев и ингушей, носителей вайнахских языков, исключая бацбицев, носителей бацбицкого языка. До революции 1917 года и впервые десятилетия советского периода терминология российского кавказоведения имела некоторые отличия от современной. Ряд исследователей объединяли этноязыковую общность акинцев, бацпицев, ингушей, кистинцев, орстхойцев, чеченцев и прочих под названием кисты или чеченцы. В современной науке для этой общности используют термин нахские народы или народности этногруппы. Как выяснится, что во многом виноваты российские историки и лингвисты, которые внесли путаницу. И очень часто они ошибочно, и чеченцев тоже, объединяли под название кисты, и в другом случае ингушей объединяли под названием чеченцы. То есть они и ингушскую территорию называли чеченским или чеченцами. Это лишь только ошибка российских историков и лингвистов. И даже такие моменты, как при царской России или при Советском Союзе объединили два разных народа. Да, там, скажем, как Кабардино-Балкария в одном республике, хотя это два разных народа. Карачаево-Черкесия, тоже два разных народа, объединили в одну республику. И как Чечено-Ингушетия, тоже два разных народа объединили в одну республику. И слава Всевышнему, что сейчас ингуши имеют свою собственную республику. И потихоньку ингушские историки и ингушский народ осознает, кто такие кисты, кто такие дурдзуки. Они осознают свою самобытность. И то, что чеченцы и ингуши это не один народ. И тем паче, что они могут быть родственными, но не одним народом. Потому что после ингушей на втором месте, как родственники, стоят грузины ближе к ингушам, чем те же чеченцы по гаплогруппе. О том, как, скажем, ингуши стали нахско-говорящим, это уже другой вопрос, потому что в Дагестане и Лезгине, Леки, и еще есть другой народ в Дагестане, тоже говорят на нахско-дагестанском языке. То есть, с таким же успехом можно сказать, что и они нахские народы, да? Потому что они говорят на нахско-дагестанском языке. Так что, то, что чеченцы говорят на похожем нахском языке, или то, что они этот диалект взяли от ингушей, от древнего
языка ингушей нахского взяли там какие-то слова у себя и стали нахскоговорящими, это ни о чем не говорит, потому что и в ингушском языке 500 слов, которые имеются в ингушском языке, одно понимание. Получается, что и грузины тоже нахскоговорящие. Да, 500 слов с одним смыслом, это вам немало, да? Так что здесь дело не в речи. Чеченцы, ингуши это не один народ, тем паче, что чеченцы не дурдзуки и не кисты. Об этом я уже вам прочитал. Сейчас, что касается другого момента. Как идет фальсификация истории? Смотрим видео. Начиная со времени Давида Строителя, Грузия уже стала такой большой, что следовало определить, что будет в будущем, так как было много трудностей. Например, довольно сложное положение сложилось на Северном Кавказе, на котором Грузия фактически распространяла свое влияние. В частности, сложности были связаны с феодализмом. Если на равнинах Грузии феодализм укоренился и существовал уже развитый феодализм, то в горах это было не так. Горцы оказывали сопротивление как феодализму, так и христианству. И случается удивительное событие: в 1212 году, во время царствования царицы Тамары, дедойцы и пховцы, население Северного Кавказа, восстали против царицы Тамары. Я повторяю, восстание было как против феодализации, так же против христианизации. Они были язычниками и не хотели принимать новую религию. А для такой могущественной страны, какой была Грузия, такое сопротивление было совершенно неприемлемо. Царица Тамара пригласила Ивана Мхаргадзели и поручила ему создать экспедицию, с которой следовало отправиться в Горную Грузию, сразиться с дедойцами и пховцами и привести их в покорность. Это так и случилось. Летом 1212 года, в течение 3 месяцев, Иван Мхаргадзели воевал против дедойцев и пховцев. Это горная местность, и не так легко победить противника. Напоследок, это было настолько сложно, что Иван Мхаргадзели принял ловкое решение. На Северном Кавказе был народ дзурдзуков. Дзурдзуки в последующий период – это чеченцы и ингуши. И вот, эти дзурдзуки поддержали царицу Грузии, и с их помощью удалось победить дедойцев и пховцев. Что на это можно ответить? Во-первых, там я не могу услышать, что в это время говорит вот сам этот человек на грузинском, потому что голос, который наложен на русском, он всячески перебивает этот. Даже если этот человек говорит такую ересь и глупость, то есть источники, которые очень хорошо объясняют, кто такие дурдзуки для грузин. Тем паче, что мы про чеченцев ничего не знали. Давайте сейчас со слов историков грузинских, кого они считали дурдзуками. Смотрим. А потом я прочитаю данную сражение. Из грузинского истории. Это 2-й том. У меня их 4. Эта книга из 4 томов. И выясним, а так ли на самом деле. Да? Смотрим. Кратко скажу, что это не новость, потому что каждый ингуш, так же как и каждый грузин, знает, что первый царь, объединяющий грузинского государства, Парнаваз, был женат на ингушке из Дурдзукети, ингушке из Дурдзукети, ингушке из Дурдзукети. Когда его внука свергли, Суармага, он пришел сюда, попросил войско в ингуши, они пришли, опять посадили его царствовать. Неоднократно ингуши спасали грузин тоже от нашествия. И взаимно было такое. После него при царе Саурмаг, при царице Тамаре и Лаша Георгий эти отношения становились все более и более тесными.
Все это прослеживается не только в грузинском фольклоре, но и в ингушском. Например, как в известном предании об Арахой-Кантии и Еркал-Пачихе, грузинском царе Иракле Патарашвили, в котором они подписывают мирный договор у храма Тхаба-Ярды, изложенный на Асунтавруле. Парнаваз был женат на ингушке из Дурдзукети. Еще есть вопросы, кого грузины считают дурдзуками. К тому же на карте в Ахушти-Багратионе дурдзуки представлены как общество ингушское, но не чеченское. Там написано чачани, а вот там написано кисти, галгай и дурдзуки. Снова я беру карты Сховреба и читаем. Такой распорядок дал Парнаваз царству по подобию распорядка царства персидского. Он избрал себе жену из племени дурдзуков, потомков Кавказа. То есть подтверждается, что дурдзуки это ингуши, по мнению историков грузинских, но здесь еще другой интерес есть. Второй царь Саурмак. Саурмак это сын Парнаваза. По матери ингуш, дурдзук, по отцу Картулос, то есть Парнавазидов, грузин. После Парнаваза воцарился сын его, Саурмак. В то время сговорились грузинские ареставы, сказавшие, нехорошо нам служить нашему же родичу. Объединившись, убьем Саурмага. Но Саурмаг, почуяв опасность, тайно бежал, взяв с собой свою мать. Он прибыл в страну дурдзуков, к братьям своей матери. А откуда мать была? По мнению историков, из дурдзуков. А кто она была? Ингушка, по мнению историков. Саурмаг собрал вокруг себя всю Дурдзукети, после чего направился против грузин. Никто не смог противостоять ему, и он завладел Картли, истребив всех отложившихся от него. Некоторых же он простил. Он содействовал росту численности дурдзуков, потомков Кавказа, в пору погромов и пленений, производимые хазарами. Население Дурдзукети осталось невредимым, благодаря укреплению страны, и Дурдзукети не умещало возросшего населения. Тогда Саурмак привел половину своего потомства Кавказа, и некоторых из них сделал знатными, а других поселил в горах. Выделил им землю от Дидуэти до Эгриси, которая есть Суанети, и эту родню по матери сделал своей опорой. А какая родня была у матери? Ингушская, потому что мать была ингушка, по мнению историков грузинских. То есть, как вы понимаете, что если царице Тамаре помогли в 1212 году подавлении восстаний пховов и дидойцев дурдзуки, то это лишь только ингуши. Но в это время про чеченцев вообще Грузия ничего не знала. А по всем материалам дурдзуки это ингуши. Даже по карте в Ахушти-Багратионе общество дурдзук находится на территории ингуши. Давайте сейчас прочитаем про вот эту войну. Давайте сейчас вот эту битву прочитаем. Это написано «Сакартвелос история». Перелистываю на страницу «Житие царицы Тамары». И что тут читаем? Акедан гаумдинаре შემთხვევით არ ყოფილა დიდველების და ფხოველების აჯანყება. Исходя из этого, не было удивительным, почему сбунтовались дидойцы и пховцы. То есть они в то время были язычниками и не хотели податься христианизации. მე-12 საუკუნის დასაწყისში 1212 წელს დიდველი და ფხოლები აჯანყდნენ. В 12 веке, в начале 12 века, в 1212 году, дидойцы и пховцы восстали. Аჯანყება ქრისტიანიზაცია ფეოდალიზმის პროცესმა გამოიწვია.
восстание было исходя из христианизации и феодализации. Тамарმა მთიელთა გამოსვის ჩასახშობად საგანგებო экспедиция გაგზავნა. Царица Тамара для подавления восстаний горцев снарядил военную экспедицию. Иване Мхагдзелис хемзвонелубит под началом полководца Иване Мхагдзели. Гзаши ქართულ ლაშქარს შემოიყვანენ дурдзукта лашкари. По дороге к грузинскому отряду войскам встретились дурдзутские отряды. Дрезробит Ингушетис территория. Понине ингушская территория. То есть здесь написано, что грузинскому отряду под командованием Ивана Мхагдзели на дороге встретились отряд дурдзуков, войска дурдзуков. И здесь написано «Понине Ингушетия». То есть здесь подтверждается, что Понине Ингушетия в древности назывался Дурдзуки. То есть здесь нету никакого секрета, что значит восстали дидойцы и пховцы, и царица Тамара для подавления данной восстания снабдил военную экспедицию, посылает под командованием Ивана Мхагдзели. По дороге им встречаются войска дурдзуков, и здесь говорится «Понине Ингушетия», то есть объясняется, что где раньше находился Дурдзукетия, значит Понине на ингушской территории. Нафиг вам фальсификация истории? Не нужно фальсифицировать ничего. Дурдзуки, хисты, это галгайчи, это галгайчи, это ингуши. Про вас, про чеченцев, грузинская история ничего не знает. И лишь только мы про вас начинаем узнавать, начиная с 17-18 веков. Вот и все. Даже в грузинском языке до сих пор нету слова нохчи или нахчи. Грузины это слово не используют. А мы вас называем чеченцы, или как в древности вас называли чачане, лишь только мы это взял от русских. Так что ингуши, спасибо вам за и эту битву, и за все битвы. Дурдзуки и кисти это лишь только ингуши. И всегда им были, и всегда будете для нас. Особенно как галгайчи. Мы в грузинском языке имели ваше родное название глигви, гилгоэти. Но мы, в отличие от вас, родное название чеченца, как Нохчи или Нахчи, до сих пор не имеем. Еще раз показываю карту Вахушти Багратиони. Смотрим, какое общество назывался Дурдзуки и где они находились. Смотрим. Еще раз смотрим. Вот нынешняя Ингушетия и даже утерянные его территории. Кисти, Цурцуки, то есть Дурдзуки и Галга. Вот. Три общества. Кисти, Цурцуки, Галга. Чачани. Все ясно. Пожалуйста. Но есть еще исключительно один очень интересный древняя карта, подтверждается, что Дурдзуки это ингуши, и чеченцы к дурдзукам никакого отношения не имеют. Чтобы вы знали бы, что на разных иностранных картах Дурдзукети отмечался как Зурия или Зурие. Сейчас я вам покажу древнюю карту, где территория Ингушетии обозначена под названием Зурия, как его называли на латинском, а Чечня или чеченцы отмечены как чеченцы. Смотрим. Данная карта. Кюрдистан, Тифлис, Зурье. Вот тут, видите? Вот тут Зурье. А вот тут Цецен. Так что никакого отношения чеченцы к дурдзукам и кистам не имеют. Вообще никакого отношения. А теперь напоследок. Очень часто нам, ингушам, некоторые люди пишут, что какое вы братья, и когда вы друг другу помогали, чем помогали. Ну, насчет истории все ясно и известно. И о братстве, и родственности
от сыновей Таргамаса, что вообще-то дурзуки, кавказионы, как ингуши и грузины, картлосы, они являлись братьями, родственными от одного предка. Но при этом они еще говорят, вот в 92-м почему ингушам не помогли грузины, когда осетины и русские убивали их, и почему ингуши не помогли грузинам. Во-первых, ингуши помогли грузинам. Помогли чем? Во-первых, когда в Грозно состоялся съезд горских народов, конфедерация горских народов, и где объявили войну Грузии в Абхазии, да, то там присутствовало 300 человек до зубов вооруженных ингушей. Настоящие хоннари, истинные воины. И когда они услышали вот данное объявление войны в Грозном, в Чечне против Грузии, то ингуши, не побоявшись, как и полагается храброму народу ингушам, и всегда это было, иншаллах, амин, они встали, и все 300 человек отказались объявлять войну грузинам и не пошли против нас воевать. Тем паче, что ингуши против грузин не воевали, тем паче, что ингуши воевали на стороне грузин, и даже подтвержден факт, что несколько Эвлоевых погибло в Абхазии, которые были похоронены грузинскими бойцами, но когда информация дошла в Ингушетию, что их родственники из их тейпа погибли в Абхазии, они пришли к грузинским бойцам, отыскивая своих умерших, погибших, и грузины откопали данных Эвлоевых, передали ингушским родственникам, чтобы они по датам и по вероисповеданию ислама, они им отдали бы честь и похоронили бы. Так что ингуши нам помогли. Во-вторых, в 2008 таким же образом ингуши отказывались от работы даже в полиции, когда пришел приказ, чтобы из полицейских ингушей создать отряды наподобие Востока и воевать против грузин в 2008, просто-напросто ингуши отказывались работать в полиции, они писали заявление об уходе и ушли. Кто это сделал в Чечне или на других северных территориях Кавказа? Кто-то оставил свою семью без работы голодным, лишь бы не пойти не убить братьев грузин. Вы думаете, это не помощь? А что, вы думаете, помощь, когда вы против нас воевали? И тем паче, что ингуши помогли грузинам построить храм в Краснодарском крае, когда русские не разрешали там проживающей диаспоре грузин на их родном языке построить храм, где было бы молитвы на грузинском, по причине, что земель не хватает для этого проекта, то ингуши передали им собственные земли в Краснодарском крае, просто подарили и сказали, вот вам земли и постройте здесь храм. А это разве не помощь? Но, что касается со стороны Грузии, вы говорите, что грузины ингушам не помогали в 92-м. Вы ошибаетесь. И очень крайне ошибаетесь. И что самое главное, не мы и не ингуши не обязаны вам говорить и доказывать о том, как мы другу помогаем веками и как мы друг с другом верности никогда не предавали и всегда рядом с друг другом стоим. Не вам нам доказывать. Мы не обязаны вам доказывать. Вы лучше скажите, почему вы так не поступаете, а почему вы всегда как подло поступаете с нами. А теперь факты из уст ингушей, как грузины в 92 году помогали ингушам. Грузины – это те народ, который можно называть настоящим братским народом, потому что они не бросили ингушей в 92 году при геноциде. Я расскажу вам рассказ одной ингушки, вот послушайте ее. Рассказ. Первые, кто пришли и откликнулись на помощь попавшим в беду ингушам во время зверств осенью 1992 года над мирным ингушским населением, это грузины. В
1992 году многие грузины с их автобусами спасали от адской мясорубки наших детей от резни и от обстрелов со стороны осетинских бандформирований, поддерживаемых российскими войсками. С двух сторон тяжелой техникой велся обстрел, хотя автобусы были увешаны белыми флагами. Очень много детей были ранены в этом обстреле. Моему племяннику наполовину оторвало ногу. Моя сестра и многие родные были увезены в Грузию, им оказали всю посильную помощь. Моему племяннику несколько раз сделали операцию, он 2 месяца находился в больнице. Сестра рассказывала, что к ним в больницу приходили местные жители-грузины, приносили еду, одежду, игрушки. К сожалению, мой племянник умер, дожив до 19 лет, от порока сердца. Видать, от этого ужаса дало сбой его маленькое сердце. С грузинами у ингушей братское и дружественное отношение. Наши предки всегда берегли это братство с грузинами и передавали его из поколения в поколение потомкам. Правдивый рассказ одной ингушки. Это еще раз доказывает, что грузины всегда оказывали огромную помощь ингушам. Многие пытаются разрушить братство между грузинами и ингушами, но им этого не удается. Теперь мы перейдем из источника. «Механика смерти», Сергей Белозерцев, Людмила Дуванова, Москва, 1993 год. 3 ноября 1992 года мы поехали в город Казбеги, чтобы связаться с Назранью, так как телефонной связи не было. Руководство Казбекского района Грузии оказывало нам, беженцам, действительно братскую помощь во всех делах. Еще 31 октября 1992 года они подготовили больницы. На вертолете из Грузии прислали врачей, медикаменты, тяжело больных на вертолете отправили в Тбилиси и Тушетию. Все 17 человек, которые находились в больнице город Казбеги, получили необходимую врачебную помощь. Среди раненых ингушей находился также один осетин, которого ингушские ребята привезли с собой для оказания ему помощи, а вот галазовские бандиты раненых ингушей убивали. Первый руководитель Казбекского района, глава префектуры Элашвили Ливан, его заместитель Циклаури Гиви и начальник РОВД Авиашвили Таймас, врачи Кабаидзе Николай, Сулико и многие другие местные. Жители грузинской национальности оказали нам неоценимую помощь и внимание, в том числе ингушскому народу, депортированному в горные аулы Назрановского района. Ливан Элашвили и его заместитель каждый день приезжали в Джейрах, встречались с депортированными, оказывали всевозможную помощь. К больным же проявляли особое внимание, несмотря на то, что 1 час на вертолете обходится в 40 000 рублей, они несколько раз нанимали вертолет для спасения жизни ингушских раненых и больных. Вот вам подтверждение, что ингуши и грузины всегда друг другу на помощь приходят, как можем и чем можем. Но мы не обязаны вам доказывать, как мы друг другу помогаем. Просто лучше вы пускайте нам объясните, почему вы всегда подло поступаете по отношению к грузинскому народу. А потом кричите, что почему мы вас не запускаем в Грузию и не спасаем ваш генофонд. Напоследок, дурджуки – это ингуши, кисты – это ингуши. Во всех войнах нам помогали лишь только ингуши. И наши цари, и грузинская летопись знает лишь только ингушей. Что касается чеченцев мы никогда не знали. Когда мы с чеченцами познакомились с грузинской историей, это было 17, 18, 19 века. И данное название, как чеченцы, мы получили от русских. И с того момента, когда чеченцы с гор спустились, мигрировали на аварские равнины и на равнине ингушей, и там начали селиться и притесняться аварцев и ингушей, и появилась граница с Грузией, то всегда чеченцы были нам враждебны настроены, всегда набегами шли на Грузию, чинили разбой, грабежи, сжигание, увозили рабов с собой, грузин, детей, женщин, и продавали их рабство, чинили разгромы грузинских домов. Это истина. И эта традиция чеченцы продолжают. Ингуши продолжают традицию верности, братства грузинам. Как и заверяли их предки. Как заверяли нам предки наши. А чеченцы продолжают традицию постоянно приходить и убивать грузин. Что подтверждается, начиная с 90-х годов. Абхазская трагедия и трагедия 2008-го. Где чеченцы
не отказались против Грузии воевать. Пришли, как их предки в свое время, набегами к нам, поубивали. А теперь в Абхазии, в грузинских домах живут чеченцы. Вот истина. Ингуши, спасибо Всевышнему за то, что Он нам даровал в лице вас, верных, благородных, достойных, храбрых и честных и справедливых. Народ, как ингуши. Огромное вам спасибо за все доброе и хорошее ваше, уважаемые. Я целую грузинские и ингушские флаги наших народов. Яхила Галгайче, Яхила Галгайче, процветай, богатей, будь свободным и независимым, будь сильным и мирное небо над собой имей, моя братская, родная Ингушетия. Воистину так. Аминь.